Уже 11 апреля в Кыргызстане состоятся выборы в местные кеңеши. Как это принято, данные выборы станут генеральной репетицией парламентской кампании, которая запланирована к осени текущего года. В 28 городах на дистанцию вышли 59 политических партий. В 420 аймаках продолжается выдвижение одномандатников. Самая масштабная кампания состоится в Бишкеке. В столице за мандаты будут бороться 27 партий. Всего представлено 12 772 кандидата, из них более 7 тысяч мужчин и свыше 4 тысяч женщин. Регистрация кандидатов завершилась 11 марта и началась агиткампания. Расходы политпартии будут опубликованы на официальном сайте Центра избиркома. В территориальных избирательных комиссиях есть рабочая группа по агитации, где каждая политическая партия должна предоставлять, какие агитационные материалы они будут выпускать и сколько тираж. Все это должно расходоваться из избирательного фонда. В столице, к примеру, за мандаты готовы бороться 25 партий. В Волжский горкеңеш баллотируется 10. К примеру, если в горкеңеше 31 мандат, то количество кандидатов должно быть не менее 47 человек, а в городах Бишкек и Ош по 45 мандатов. Другими словами, на 2 мандата должно быть представлено 3 кандидата. Центр избиркомом уже сформированы и размещены на государственном портале ТИЗМе контрольные списки избирателей. На сегодня уже на всех участках вывешены предварительные списки. Проверить себя и внести изменения граждане смогут до 27 марта. Окончательный перечень фамилий и имен будет опубликован до 1 апреля. По всей стране открыты свыше 2000 избирательных участков. Работу ведут во всех регионах избирательной комиссии. Лишь в столице их количество составляет 228. На сегодня заполняется удостоверение кандидатов, идет подготовка к проведению жеребьевок и теледебатов. Но самое главное, члены комиссии рассматривают жалобы граждан и реагируют на нарушения со стороны кандидатов и политпартий. В данное время к нам поступают различные жалобы от граждан, общественных объединений. Бишкекская территориальная избирательная комиссия недавно рассмотрела жалобы от гражданина Маратова и вынесла письменное предупреждение 2 кандидатам от 2 политических партиях за преждевременную агитацию, что предусмотрено законом, что агитация начинается только с момента окончания регистрации списка кандидатов. При подаче заявления на участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию. Именно поэтому для удобства граждан ЦИК совместно с ГРС с 3 марта начали широкомасштабную кампанию по сбору биометрики. В городах и районах курсирует 11 мобильных автобусов с целью расширения охвата населения биометрической регистрации, на основании которой формируется список избирателей и обеспечивается достоверность подсчета голосов на выборах и референдумах. Завершат они свою работу 21 марта. В общей сложности в 28 городах своих кандидатов выдвинули 59 политических партий. Все они прошли регистрацию. Столь большее количество партий обусловлено изменениями в законодательстве. В проведении любых выборов определены конкретные правила и ограничения. Во время агиткампании все политические партии обязаны в первую очередь соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с пандемией кандидаты и политические партии должны учесть социальную дистанцию, и при встрече с избирателями должны кандидаты и политические партии, обеспечить защитными средствами наших граждан, избирателей, и установленные сроки проводить агитационные мероприятия. Физические лица тоже не имеют права безвозмездно оказывать кандидатам или политическим партиям. Они тоже должны участвовать в предвыборной агитации, составляя трудовой договор. Согласно введенным новшествам избирательного законодательства, в настоящее время не должны политические партии, кандидаты при проведении собраний, встречи с избирателями не должны сопровождаться концертными программами, спортивными мероприятиями. Они в избирательном законодательстве уже запрещены.
Активная подготовка идет параллельно и в регионах. По Нарынскому району в 33 аймаках зарегистрировано более 300 кандидатов. В сравнении с предыдущими выборами внесены некоторые изменения. К примеру, кандидат в депутаты Аильного кеңеша должен внести залог в сумме 1000 сомов. По району уточнены списки около 34 тысяч избирателей. Подготовлено 33 избирательных участка. Подготавливается оборудование. В свою очередь и кандидаты ознакомились с требованиями ЦИКа. Я прочитал все требования и правила. Думаю, никаких проблем не возникнет. Больше всего времени заняли вопросы со справкой о несудимости. У меня нет никаких претензий. 2017 жылдан бері айлық кеңесте депутат болып келдіңіз. Я с 2017 года являюсь депутатом в своем сельском аймаке. Разница предстоящих выборов от предыдущих в документации. Залог внесли, уточнили справки. Все требования меня удовлетворили. В городской кеңеш Нарына зарегистрировано 9 политпартий. Их деятельностью знакомится комиссия. В городе развернуты более 20 избирательных участков. Примерно уточнены списки 39 тысяч избирателей. Дополнительно развесим и остальные списки. Регистрация партий завершена еще 1 марта. Сейчас активно работают комиссии. Политические партии выдвинули своих кандидатов и в Аильный кеңеш. Кроме того, за мандаты будут бороться самовыдвиженцы. Их регистрация продлится до 21 марта. И, соответственно, на следующий день стартует агит-кампания для кандидатов в депутаты Аильных кеңешей. Улан Касенов, Азамат Джапаков, Алато 24. Итоги недели.